Мы привыкли быстро заваривать чай и пить его между делом, а на Востоке это целый ритуал, которому следует испокон веков. Анна Сорочкина жила несколько лет в Китае и привезла традицию чайной церемонии в Удмуртию. Чаем я увлекаюсь с детства, потому что я никогда не пила кофе по определенным причинам. У родителей частный дом, поэтому всегда мы что-то выращивали, мяту, лимонник, мелиссу. В Китае, наверное, уже я начала заниматься конкретно изучением чая, мне стало интересно. Я впервые попробовала настоящий китайский чай, желтый чай, белый чай, который в России до этого не пробовала. Расскажите, что вообще необходимо для чайной церемонии? Что здесь у нас? Так, ну в первую очередь это у меня называется чабань, это чайный стол. Если вы видите, вот у меня здесь отверстие, я сюда сливаю воду, либо сама вода сливается во время церемонии. Это у нас чайник, из него мы будем заваривать чай. Это у нас чайные кружки, пиалочки, называются чабэй. А это чаша мира. Весь чай, который мы завариваем в чайнике, это мы будем сливать в чахай, чтобы, если я буду сливать сразу из чайника, кому-то достанется более крепкий завар, а кому-то более легкий. Чаша мира создана для того, чтобы всем досталось одинаковый вкус. И вот уже можно приступить к самой церемонии. Существуют различные способы заваривания чая. Анна выбрала традиционный метод проливов. Так камелью китайскую можно заваривать до 8 раз. Сначала нужно прогреть посуду, наливая в каждую чашечку горячую воду. А пробуем мы 2 вида чая – улуны. Первый улун, который мы будем пробовать, это улун с горы Уйшань. Называется он Лао Цун Шуйсянь, что в переводе с китайского Лао Цун – это старый куст, а Шуйсянь – это нарцисс. Теперь можно залить листы 90-градусной водой и заварить чай. Мне кажется, есть даже аромат кофе. Возможно, потому что этот чай, как я говорила прежде, произрастает на скалистых почвах. И вот настал момент, когда можно испробовать настоящий китайский чай. Анна говорит, можно закрыть глаза, чтобы насладиться вкусом улуна, а до или после чайной церемонии лучше поесть. После нее можно проголодаться. Второй чай, который я буду заваривать, он уже произрастает в другом месте, другая провинция, Гуандун, и растет на горе спящий вулкан. Называется он Фэньхуан Данцун, одинокий куст с горы Феникса. А аромат, который мы будем сегодня пробовать, называется утиный помет. Название утиный помет произошло от того, что фермер, который обнаружил этот куст, не захотел делиться своим открытием ни с кем и назвал чай таким не очень привлекательным образом. Этот чай с нотками орхидеи. Его называют женским ароматом, хотя предпочитают пить мужчины, говорит Анна. Совершенно другое. Абсолютно. Казалось бы, вроде бы одно растение, камелия китайская. То есть это все зависит от того, где растет, да? Где растет. Зависит от высоты. Вот этот чай собран с высоты 800 метров. Самая главная часть чайной церемонии – атмосфера и хорошая компания. И можно пить чай целый день.